пожалуйста, вкратце буквально твой путь в режиссуру и почему тебе было важно участвовать в этом проекте «Орла». Ну, в режиссуру я попал по воле судьбы. Я когда поступал на курс, я даже не задумывался, что буду учиться на режиссерском курсе. Там как раз набирал наш главный режиссер Ринат Хасанович. Вот. И он тогда спросил, как раз таки интересный такой вопрос был, кто в театре важнее, режиссер или актер? У меня почему-то по тем представлениям было то, что у режиссеров вообще нету смысла в театре, потому что, типа, если может все актер сам сделать, то режиссер, в принципе, и не нужен. Почему-то такое странное у меня было вот мировоззрение в то время. После того, как я уже поступил на свой курс, я уже начал постигать азы потихоньку. И вот так вот, работая в театре, постепенно начал работать. Как же я уже сюда попал, это тоже по воле случая. Так получилось, что вот моя пьеса, которую я сейчас ставлю, выиграла в драматургическом конкурсе «Асыл». Вот. И вот я сейчас подготавливаюсь, и как раз я давал интервью, и там говорил то, что зрители могут увидеть 3 этапа. Если сегодня все хорошо пройдет, то зрители могут увидеть читки, эскизы и уже непосредственно сам готовый спектакль. Достаточно такой интересный процесс. Вот как ты думаешь и относишься к той ситуации, когда все приезжие режиссеры русскоязычные ставят татарские сказки, а ты ставишь, будучи татароязычным и работающим в Корейском театре, русскую сказку? Это первая часть вопроса. И вторая. Вот для тебя в чем отличие и сложность постановки русского текста в татарском театре? Пусть даже он и на татарском языке. Ну, то есть в чем сложность возникает, менталитет и все прочее, получается? Ну, на самом деле, я не вижу проблемы, какую пьесу брать, потому что сейчас многие хорошие, так скажем, ремесленники, мастера, которые переводят, все это есть. Это, на самом деле, интересный опыт, то, что вот сейчас приезжий режиссер, как ты выразился, ставит татарские, так скажем, интерпретации вот, татарских народных сказок, а у меня вот русская пьеса. Я в этом различия не вижу, потому что в любом случае, правильно ли будет так говорить, вот с недавних пор уже идет такая, скажем, глобализация, и поэтому смешение культур, смешение каких-то своих мировоззрений, они все равно присутствуют. И мы даже тут можно даже не то, что говорить о менталитете, можно говорить то, что мы все люди, и мы все понимаем, поэтому я не вижу в этом проблемы. Угу. Как же работать? Ну, спокойно. Находишь, в любом случае нужно найти общий язык с артистами, нужно вникнуть в пьесу. И самое хорошо, что вот я не говорю, что на русском или на татарском. Вот у нас читки проходили на русском, вот сразу отвечу почему. Потому что нам хотелось узнать именно мысль автора. Потому что в любом случае при переводе возможно быть некоторые изменения. Может потеряться какой-то смысл, или можно не услышать автора. Мы как раз-таки в читках хотели узнать, что же хочет автор и что же он подразумевал. И вот сейчас при постановке я учитываю вот все те моменты. У нас пьеса переведена, у меня то есть полный показ эскизов на татарском языке. И я попытался вот сохранить именно мысль автора. Продолжение. Вот именно в чем особенности, нюансы адаптации русского текста к татарскому языку, первое, и учитывая ли ты ментальность татарского зрителя, достаточно специфичного? Ну, знаешь, я вот при постановке своего, вот, так скажем, эскиза для показа, я учитывался, как зритель себя будет ощущать. В принципе,
Там очень, так скажем, знакомые нам ситуации. Там также идет отношение вот, подростков в своем кругу общества, отношения подростков со взрослыми, что же хотят сказать взрослые. То есть тематики, они похожи, поэтому я тут не вижу проблемы. Единственное, что вот при переводе есть такой момент, так скажем, сленговость, сленг. То есть какие-то словосочетания, выражения, то есть на русском языке, допустим, это звучит хорошо, и это воспринимается, а при переводе оно теряет смысл, потому что перевод сленга, оно звучит как просто примерное объяснение слов, а уже для игры на сцене оно не подходит, поэтому приходится находить фразы, так скажем, находить обход, находить способы, как же можно передать вот это вот чувство. И вот на сегодняшнем эскизе я вот хотел бы рассказать больше зрителю, рассказать историю. Там, да, есть некоторые нюансы, потому что, так скажем, это, если переводить на литературу, это будет фэнтези, связано все это с биопанком, но этот, так скажем, эта пьеса адаптирована именно под театр. Ну и у татаров очень много сленгов. Это нужно находить мастеров, потому что вот я и во время показов я отказался от моментов. Там можно было бы сказать то, что, ну, отыгрывать от того, что типа от условностей. Просто условно, вот здесь вот это вот может находиться. Я это отыгрываю. Условно мы там нарисуем усы, хотя это будет отталкивать. Поэтому вот, чтобы не было таких казусов, я хотел отойти от условностей. Если я не смог до конца передать то, что хотел автор сленг на татарский сленг, то лучше я от него на время откажусь, чтобы, если мы будем дальше ставить уже спектакль, конкретно, чтобы мастера своих дел смогли посидеть над этим, и мы вместе с переводчиком смогли разобраться, что и какой вариант будет лучше в этом случае. То есть получается, что в случае, если эта постановка в твоем исполнении будет принята к дальнейшей работе, то работа над текстом и переводом, она будет продолжена. Естественно, потому что основная работа – это уже готовая пьеса, это не написанная инсценировка. Алексей Житковский, он уже конкретно сам написал хорошую, так скажем, добротную пьесу, и поэтому я не видел тут смысла что-то переиначивать. Самое главное вот перенести его на татарский. Хотя вот у нас вчера вот были прогоны, я смотрел, по чувствам мне очень даже понравилось. Я немножко хотел отойти от черноты, потому что вот, так скажем, стиль, который он пишет, и, так скажем, жутковины или как там, страшилок. Ну, так скажем, давайте этичные стороны в театре я хотел сохранить, потому что мне не нравится погружаться в депрессию, не нравится во время репетиции, когда я и сам, и актеров завожу в эту депрессию и постоянно давлю на них, чтобы передать атмосферу пьесы. Я немножко, возможно, это будет моей виной, или, возможно, это будет хорошей находкой, что пришлось. Да даже не пришлось, оно само так родилось, да, потому что это даже не было специально. Мы сами постепенно шли, и, возможно, какие-то углы округлились, так скажем. Чего ты ждешь от зрителей? Вот сам как человек, который что-то для них делает. Какой обратной связи? Зрители сегодня на показе или вообще именно на... Сегодня, да. Ну, достаточно такая интересная вот такая ситуация. Показ вроде бы закрытый, но мы везде трезвоним. У нас закрытый показ, у нас закрытый показ. Мы под текстом как бы зовем всех желающих, но говорим то, что нет, это все-таки закрытый показ. Не знаю, при постановке спектакля, вот мне когда сказали, что я буду на улице, у меня сразу мысли, что же можно сделать на улице, потому что это совершенно другое пространство, в отличие от зала и от сцены. Я думал, возможно, бродилка вокруг театра,
если посадить зрителей здесь или вокруг них все это развернуть. Но я все-таки технически подумал, то, что для эскизов, наверное, будет неправильно усложнять ситуацию. И я как конкретно, вот где я сам сижу, здесь же будет сидеть зритель, и я надеюсь, они прочувствуют все, потому что все достаточно-таки ясно, и все нам знакомо. Просто будет напоминание или возобновление их чувств, которые они, возможно, когда-то пережили. Многого не ожидаю. Ты сам сейчас только что упоминал о глобализации. Как ты считаешь, будущее национальных театров в глобальном мире и, в частности, татарского, и что нужно сделать, чтобы наш театр, ну и наше искусство в мире было актуальным в будущем, сегодня и завтра? Ну, татарский театр, оно как и работало, так и будет продолжать свою деятельность, потому что... Я имею в виду актуально, не просто как сувенирная такая штучка, где вот Чак-Чак, Кумыс, татарский театр, а именно... Просто нужно не забывать то, что с развитием технологий, если мы и по истории посмотрим, театр, он бурно развивался, и там перетекало у него множество таких синтезов. Когда уже к нам пришли, так скажем, технологии, мы начали уже и на сцене все это использовать. Я думаю, оно будет в будущем немножко нанотехнологичным, а проблемы актуализации татарского театра я не вижу. Если будут такие же энтузиасты, которые в этом работают, то оно дальше сохранит свое же действие. Нужно не путать... Нужно пробовать, не говорить, что татарский театр, вот он классический, просто вот на сцене, как классическое мы привыкли, на сцене зрители сидят. У нас даже есть какая-то постановка, и там как раз Габдулла Тукая заходит Саяр Труппаса, и там, не помню кто, но он говорит, типа, народ требует чего-то нового. Они устали от того, чтобы татары... это в татарском театре актер выходит, встает на свою позицию и медленно и громко начинает петь такую арию, скажем. И даже, так скажем, в зарождении татарского театра, получается, они искали что-то новое. И нам нужно не прекращать, нам нужно не бояться. Это никак не помешает нашей культуре, это никак не помешает нашему языку. Просто это будет развитие в театре. Надеюсь, я смог правильно объяснить, потому что в голове все это я понимаю, но звучать, возможно, может быть по-другому. Вот. Но, в принципе, я не вижу диссонанса. Нужно не бояться чего-то нового. Это не значит, что мы отказываемся от своей культуры. Эта культура в любом случае будет присутствовать в нас, актерах и в режиссерах, которые ставят эти постановки. От этого мы никуда не уйдем. И, возможно, когда в нас, вот так скажем, будет вот это... То, что мы говорим татарский менталитет, вот татарское нутро, и, возможно, с этим ядром может получиться даже что-то намного интереснее, чем у других. Просто нужно пробовать и не бояться. Да, бывают ошибки, вот часто очень все боятся критики, не бояться этого. Мы пробуем, мы как раз-таки вот, почему мы делаем лаборатории, мы здесь смотрим, в каком направлении можно идти. И решаем дальше, интересно ли это будет дальше или нет. Вот она, ну то есть сама философия всей лаборатории. Также и в театре. Мы пробуем, мы должны пробовать, не бояться. И не пытаться создать что-то новое, оно само родится. Вот и все. Вопрос был такой. Насколько нужно ориентироваться на мнение людей в экспериментах и насколько прислушиваться к мнениям людей, которые живут сегодняшним днем и ориентируют и обосновывают свое то или иное мнение на прошлом. Но в любом случае прислушиваться, не прислушиваться, когда к тебе кто-то говорит свое мнение, в подсознании у тебя это остается. Вот. И ты в любом случае никак не сможешь это убрать или не воспринять.
В любом случае ты это уже будешь знать. Да, интересно, если ты что-то пробуешь, театр, он и создан для зрителя. Да, я, конечно, один раз сказал, что театр возможен и с одним человеком, то, что даже для себя мы можем играть. Но многие посчитали, мои наставники, что это неправильно и что он существует для зрителя. Но даже в таком случае театр, он существует для зрителя. Мы совместно с ними, то есть многие проекты, мы играем на сцене, как говорится, спектакль он каждый раз по-другому, зависит от зрителя, зависит от, так скажем, звезд, от времени. И мы вместе со зрителем все это создаем. Один тоже такой нюанс, прислушиваться и менять, прислушиваться или что-то делать. Потому что вот чаще всего, вот даже на обсуждениях, я вот слышу от зрителей или от критиков, нужно было сделать так. А я такой сижу и думаю, мы это пробовали на репетициях, это нам не подошло. А они настаивают на этом. Мы можем учитывать это мнение и попытаться попробовать тогда, допустим, эту сцену поменять, еще по-другому сделать. Но это не значит, что мы, режиссеры или актеры, сами не можем... То есть репетиция, она на той репетиции. Мы тут все пробуем. Режиссер, он пробует, что можно сделать, как все это делается. И чаще всего вот на обсуждениях я слышу те моменты, что нужно поставить, а то, что мы пробовали, и просто мы отказались от этого варианта. Поэтому... Просто нужно пробовать, не останавливаться. Если кто-то что-то говорит, ты это подсознательно все равно учитываешь и просто давай по-другому. Вот как в программе импровизация, ты что-то делаешь по-другому. Меняй, меняй, меняй. Также тоже можно менять. В этом проблемы нет.